помніка загінулым на чужыне аддаць дань памяти воинам-интернационалистам прыйшлі прадстаўнікі улады, грамадскіх аб'яднанняў і устаноў адукацыі. Жорсткая і кровапралітная вайна не шкадавала ні маладых, ні сталых. На радзіму не вярнуліся жывымі 15 тысяч савецкіх салдат. Больш за 50 тысяч атрымалі цяжкія раненні і кантузіі. Был сформирован батальон, отдельный батальон войск правительственной связи, в составе которого я тоже вошел и выполнял свои действия в Афганистане. Обеспечение связью, правительственной связью Кабул, Москва. Когда даже мы вошли в Афганистан, уже в марте месяце мы вошли, вся дорога была усеяна убитой нашей техникой, то бишь полегло очень много. Ну и это была действительно кровопролитная, ужасная война, которая бы не пожелала бы больше никому, никогда и нигде. Масштабная операция по уводу советских войск на территорию Афганистана началась 25 снежня 1979 года. 10 годов продолжались военные дни, радели отряды бойцов. Варто адзначыць, што сярод салдатаў было 30 тысяч наших суайчыннікаў, 789 з іх загінулі, 12 зніклі без вестак у краіне пяскоў і скал. Воины, што засталіся жывымі, сёння як прыклад мужнасці, адвагі і смеласці. Многие сегодня воины-интернационалисты работают на каких-то предприятиях. И я уверен, что сегодня любую какую-то жизненную проблему, которая сегодня требует решения, всегда пойдем навстречу и всегда поможем этим ребятам. Всегда поможем. Что касается матерей, наших воинов-интернационалистов, ребята, которые погибли, их 10 человек. Вот, матерей сегодня, к сожалению, уже осталось 8. 2 матери ушли с жизни. На 8 марта мы обязательно побудем у них, поблагодарим их еще раз, скажем им большое спасибо, потому что у них нету сыновей, они потеряли своих сыновей ради нашего будущего. А вот мы уже, в принципе, будущее, и мы их дети, и мы придем их поздравим с 8 марта. Я думаю, что им будет приятно. Пообщаемся, спросим, уже чем-то надо помочь. У родным краі іх чакалі бацькі, жанчыны і дзеці, а на афганскіх сцяжынках варожыя кулі і страшная смерць. 32 гады таму апошняя савецкая калона пакінула тэрыторыю Афганістана. Дата поўная жалю, смутку і болю. Маладыя мужчыны служылі радзіме і абаранялі яе інтарэсы, а зараз іх імёны увекавечаны ў розных куточках Беларусі на холодных мемарыяльных дошках. На вертолетах нас доставили в провинцию Кундуз. Там служил 149-й мотострелковый полк, 1-я минометная батарея. У нас там было 3 белорусов. В основном там были со Средней Азии ребята, с Украины. Прослужил 2 года, был в госпитале. Погибали товарищи. Самое тяжелое было это ездить их, везти на родину, до родителей. А так, жив остался. Было 23. Вспоминается дружба. Там была. Там друг за друга готовы были все делать. Там не задумаешься, когда страшно, не страшно. Там один за одного готовы были идти куда угодно. Так, никто не думал там. Кто боялся, того сразу очищали. Мы в ДШМГ служили, там, кто боялся прыгнуть с вертолета, там, потом не брали уже, переводили в другие части. На мітынгу прысутнічаў і праваслаўны святар. Ён правёў сумесную малітву за супакой памерлых душ. Пасля хвіліна маўчання і кветкі да помніка. Як пацверджанне, памяць будзе жыць у сэрцах людзей. Дарослыя мужчыны са слязамі на вачах упэўненыя. Такі вопыт нам больш не патрэбны. Мірнае жыццё – самая вялікая каштоўнасць. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.